Вот и наступила настоящая зима. На улице сейчас столбик термометра показывает температуру ниже 40 градусов. Все машины находятся в теплых гаражах. Вообще, надо сказать, что теплые гаражи у нас в городе Якутске, ну, можно сказать, такие, наверное, продаются по ценам квартир в некоторых населенных пунктах. Вот. Ну, а что говорить об аренде? Аренда может достигать 20 тысяч в центре города, в хорошем гараже. В этом выпуске я с вами поделюсь, как в наших суровых климатических условиях, очень морозных, можно обойтись без теплого гаража. В этом году я решил не тратить деньги на аренду гаража, а решил пойти немного другим путем и воспользоваться, так сказать, предпусковыми подогревателями. Выбор я свой остановил на подогреватель Webasto. И в течение нескольких сюжетов я расскажу вам о опыте эксплуатации Webasto в наших суровых условиях. Сейчас за моей спиной находится автомобиль, который стоял на улице около 2 дней на температуре минус 30 градусов. И сейчас будет первый запуск подогревателя. Так, вот видно старт при минус 26 градусах. Это напоминает температура около блока управления Webasto. Несомненным плюсом подобных предпусковых подогревателей можно назвать их полную автономность. Функциональность независима от дополнительных источников энергии. Завести и прогреть двигатель можно в любое время, в любом месте, например, вдали от города, на охоте или на рыбалке. А запуск двигателя в теплом состоянии снижает риск износа деталей, предупреждая повреждения, и отпадает необходимость постоянной работы двигателя при низких температурах. А это означает и существенную экономию на топливе. Время работы подогревателя 11 минут. За это время фасол нагрет до 8 градусов.
Так, ну, сейчас минус 47. Под утро обещает минус 51. В общем,